Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров отправился в очередную рабочую поездку, на этот раз в Нефтекамск. Нефтекамск расположен в 200 километрах от города Уфы на северо-западе Башкортостана, граничит с Краснокамским и Янаульским районами. Нефтекамск сначала как рабочий поселок, а потом уже как город, начал формироваться вокруг крупного нефтяного месторождения Орланского. Возник он на окраине села Косево, поселение дворцовых крестьян, основанного в начале XVIII века. Сейчас это современный городской округ со своими достижениями и проблемами. Часть из них жители обострили во время встречи с Радием Хабировым в селе Амзя. Сейчас мы находимся вот в этих домах, то есть желтых, которые построили в 2013 году. Согласилось заехать в эти дома всего 7 семей. Так как люди отказались заезжать по судебному решению из-за того, что помещение не соответствует, значит, было принято решение, получен бюджетный кредит и построили вот эти 2 новых дома силами муниципального предприятия, 96 миллионов рублей. Ну и сейчас, так как деньги, значит, целевой не использованы, требуют опять возврат. То есть бюджет один раз заплатил, значит, мы взяли кредит, построили, ну МЖКХ наш. Ну и, соответственно, здесь еще у нас 11 объектов, требующих также переселения. Тоже в ужасном состоянии дома, деревянные. Эти дома, они? Ну, мы приглашаем вас, можем зайти посмотреть. Дайте поздороваюсь. Здравствуйте. Можно вам вопрос задать? Можно, я специально приехал. Насчет газификации. Вот мы живем в 21 веке, да, и у нас газа нету. Пожалуйста, помогите нам. Вот мы живем, газовые баллоны нет. Дровами, да, дровами топим. Дров сейчас, вот раньше комбинат работал, мы брали с комбината дрова. А сейчас дрова нам обходится за отопительный сезон 40 тысяч. Пожалуйста, помогите с газом. А сколько тянуть трубы туда? 22 километра. 22,6, да. Это 420 домов где-то на самом деле. Также помимо газопровода у нас есть проблемы с водоснабжением. Здесь порядка 7 километров недостаточно. В этом году мы приступаем к работе силами муниципального предприятия. То есть с водой мы вопрос решаем сами, а вот с газопроводом, к сожалению, не можем. А с «Газпромом» ведете переговоры? С «Газпромом» ведем переговоры на включение программы. На следующий, в этот год уже не попали, на следующий год планируем включиться. Нам хоть уличную, мы нам если стоим, письмо комфорта да. будет. А в этом там же проект нужен, да? Проект у нас есть, мы сейчас только освежаем технические условия и заново сдаемся на экспертизу. 30 миллионов. Всего? Да. Если летом проведем следующим, нормально будет? Ну, нам уличную проведете, а там мы уже сами. Поручение мое запишите. Пожалуйста. Вот А письмо вам. Передайте. Письмо. Передайте, пожалуйста. Смотрите, чтобы присоединение было, и по присоединению мы тоже программу сейчас принимаем, чтобы, для тех, кто для малоимущих, да. Там мы будем компенсировать где-то 30% стоимости. То есть, если присоединение 120 со всем котлом, то вот из них 40 тысяч мы компенсируем, 80 тысяч вам. Надеемся на вас. Только на вас надеемся. Сделаем. А вот здесь вы амзинские, на лесокомбинате есть работающие? Вот да? это коллективы рабочих лесокомбината Мулахметов. Лесокомбинат, значит, запустить и работает с 1953 года, Только как бы, население 5 тысяч. Сейчас как бы завод не работает, основной состав коллектива это женщины. Куда вот им с работы ездить в город, это невыгодно. Мы снабжали металлургические заводы, кузницы заводов этих. У нас единственный в России завод, который именно в таких объемах поставлял уголь. Вот многие из нас предпенсионного возраста, работу просто не найти. Наш вопрос это в том, чтобы вы помогли нам восстановить наше производство, поднять его, как-то привлечь, может быть, инвесторов. Задолженность, примерно 200 человек, почти по 100 тысяч каждому должны. Вот здесь мы стоим, и задолженность по зарплате не погашается никаким образом. Давайте задолженность начнем. Там порядка 20 миллионов, правильно? Да. Дорожная же карта была, вы ее не выполняете? Да, совершенно верно. У нас дело в том, что единственным источником на сегодняшний день погашения задолженности является деятельность других предприятий холдинга. Да, они тоже находятся то в процедуре наблюдения, одно предприятие уже на конкурсном производстве, но они работают. Вот, и мы будем изыскивать оттуда сейчас возможность погасить. И мы здесь будем запускать, конечно, и полный цикл, который был и производство угля, да, и производство этилоцитата и кислот
я не очень понимаю ваше руководство. Вот фанерный комбинат, он вполне себе успешное предприятие. Вся ваша продукция, вы же знаете, на экспорт только улетает. Что у вас там происходит, я не понимаю. Падение цены, цена там на фанерную продукцию с 24 тысяч рублей за кубометр сейчас упала до 16 тысяч рублей за кубометр. При том, что все производственные затраты постоянные практически остались на том же уровне и даже чуть как бы выросли. Конкурсный управляющий у вас взаимодействие идет? Да, у нас конкурсный управляющий, да, там с одного из банков конкурсный управляющий. Они нам подтвердили, что там вот каждые 3 месяца будут продлевать деятельность предприятия, просто они на больший срок не могут. Но конструктивный диалог. За предприятием мы будем смотреть, если акционер будет себя вести вменяемо и все-таки то, о чем говорит, найдет. Хорошо, не найдет, тогда нам придется вмешаться, и мы тогда будем инвесторов тоже искать. У нас тоже есть люди, которые приходят на вас посмотреть, но мы ни одного недружественного шага, ни одного недружественного шага в отношении вас пока не сделали. Спасибо. Мы наблюдаем, даем вам возможность выбраться, но если эта ситуация будет вот так скипать, нам придется вмешиваться. Спасибо, да, спасибо. Давайте мы так постараемся все-таки. Будем выполнять. И зарплату, то, что обещали, я вот лично буду, каждую неделю у меня будет доклад, потому что я слово дал, а слово я буду держать, ладно? Когда решится вопрос, уже когда это решение, что эти дома снести, они уже 3-4 года стоят и не сносят, вот, и нет. Вот вы, это... Если подождете немножко, я вот сейчас хочу пойти посмотреть, да. И сегодня я вам скажу, когда мы начнем этими домами, прям конкретно. Проблем, почему слабые фундаменты, люди, которые проживают, некоторые жалуются на то, что на самом деле холодно. Здесь по судебному решению, почему они не соответствуют? Первая высота потолков не соответствует. Площадь кухни, допустим, там на 1,5 квадратного меньше. Ну, потолков, ладно. Кстати, смотрите, вот мое мнение с позиции реальной жизни, то есть здесь лучше жить, чем сейчас люди живут в отвратительных условиях. Не хотят. Мы сейчас, как сказать, до этого возможности не пили. Здесь газовое отопление, здесь расходы на тепло очень низкие. Не так все страшно, как, конечно. Ну вот я, честно говоря, не очень понимаю. Можно стараться подняться. Я в Москве жил, у меня тоже так были. Немного лестниц по стандартам сам нужно тоже. Что ты будешь делать? Я с этим планирую, Владимир Фаридович, произвести реконструкцию. Сделаем бюджеты снимем, чуть поднимем, но это уже будет новый прецедент. Судебный, если через суд еще поддержка будет, я думаю, вообще тоже. А так мы эти дома топим так и так зимой, то есть мы их не отключаем, чтобы они не разрушались. И вот они сюда здесь не хотят жить. Да. Слушай, я не очень понимаю. Сколько семей не заселилось? 66. И они что ждут? Мы их уже переселили. Мы их уже переселили в эти дома. Их сюда переселили. А сейчас те, кто остались, соответственно, сейчас будем пробовать отрабатывать, чтобы предлагать эти помещения. Угу. Ну, вот сейчас первую волну прошли, пока отказываются. Но в любом случае, я уверен, что часть людей согласится, потому что в тех условиях, в которых они проживают сейчас, это совсем другая. А здесь вот кто-то живет здесь? Да, есть 6 семей. Здесь живет? Да, 7 семей. Здесь, да, 7 семей, они согласились сюда переехать. То есть они сюда заехали, реально. Да, все. Ну, кто здесь живет? Вот есть кто здесь живет? Нет, мы отвоевали хорошие дома. Ну, вы отвоевали, молодцы. А вот кто не хочет жить, мне объясните. Вот мы видели, да, там такие вот стены залиты, между, как он, ДСП называется, да, пенопласт, межкомнатная, так? Вот, они залиты, вот когда построили, туда зайти нельзя было, дышать вообще нельзя было, там, значит, проветривали. Потом, там вот этот пол, там нет подвалов же, там вот так вот залито все цементом, и только трубы вот так вот из канализации торчат. То есть что-то случится, там их прочищать, я не знаю, как будут. Все время что-то случится, кто-то вам сказал, а может быть, как-то сядем туда, по-взрослому, сделаем комиссию. Если что-то вас смущает, нет, давайте еще одну сделаем, потому что, вы простите, я вот пришел сюда, мне сказали, да, мне сказал, вот глава сказал, Владимир Фаридович, поедем сюда, здесь большая проблема. Она проблема. Конечно, хотелось бы лучше жить, но поверьте, что у меня
у нас в республике есть ситуация, куда бюджетные деньги, она травлю, ну, вообще чудовищные условия проживания. Я прошу сам министра нашего строительства, сделайте дефектовку. Тут крыша, я вижу, не течет нормально и так далее. Может быть, все-таки так. Ну, давай там какую-то часть реконструкции сделаем. Можно, да и полы можно скрыть. И Полы скроем, потолки давайте скроем. Ну, слушайте, ну я вот вы здесь живете? Да, Меня единственное, что волнует, зимой холодно или нормально? В крайних квартирах, потому что нет Ну, дополнительных торцевые, батарей. наверное, да? Нет батарей. Ну, поставим, давайте дополнительные... И вопрос был, год назад здесь пожар был, связанный с проводкой. Мы готовы выделить деньги для освещения. того, чтобы привести в порядок, как вы считаете, на основании ваших вот заявлений. Ну, я просто дальше не понимаю. Когда первая комиссия, вот, когда первые судились, у них все эти дефектовки есть, я думаю, что у них и перечень тоже этот есть. Там это, что там устранено, 80 нарушений было. Здесь вот что вас смущает? Здесь, смотрите, вот человек, если имеет двухкомнатную квартиру, да, ему дают квартиру, у которой только одна комната на втором этаже. Это другой вопрос. Мы говорим сейчас о чем? Мы говорим о том, что мне, как вы сказали, как люди говорят, что здесь жить невозможно. Вы меня не убедили в этом. Здесь жить возможно. Да, я видел хуже. Ну, и в знаете, получается, что я вам говорю, вот я вот пришел, если вы хотите, скорее всего, живете, наверное, в ужасных условиях, те люди живут, да? Я вам говорю, вот я приехал, давайте. Приедет комиссия еще одна, министр приедет, и вот прям пальцы загибать будем, что вам нужно сделать. И мы все исправим тут, наверное, действительно где-то проводка, там, ну слушайте, ну вот высота знаете, потолка, ну, наверное... Высота потолка низкая, да, это мы тоже в суде это. И знаете, самое основное... Знаете, можно потом лежать в сарае и говорить, вот жизнь-то как получится. Вы будете годы, те люди, которые здесь не живут, Да, будут годы понимаю, жить в сарае да. и рассуждать, слушай, высота потолка у меня такая. Ну, Может быть, лучше это не проблема, попробовать? высота потолка. Но знаете, у нас, вот мы выиграли суды из-за пожарной безопасности. Вот это вот пристрой, там нету второй стены от дома. Понимаете, это очень, как говорится, вот влияет на... Это котельная там? Да, котельная. Значит, вот это всё- можно устроить, это это всё можно можно исправить, устроить, да, но- да. Но эти Как-то дома, уже все-таки нормально я поставить. настаиваю вот, и прошу вас прислать мне министра, сесть с дефектовкой и попробуйте. Давайте попробуем все-таки к этой истории вернуться. Иначе, еще раз говорю, вот еще в дома ближайшее время я вам, у переезда ну нет. пусть у вас на руках решение суда, я его уважаю, но у меня в бюджете денег на это в ближайшее время, там же очередно сидят, мы не найдем. Ну, я считаю, временно можно жить. Давайте мы главе поручим, И пусть там он еще дальше вот занимается, я пришел, посмотрел. Ладно? Ну, можно там недостатки какие-то, можно исправить. Радфович, вы знаете, когда жалобы были и в системе инцидент вот на эту ситуацию, я себе представляла совсем другую позицию. Ну, я тоже представлял совсем другую ситуацию. Ну, вот, люди это тоже понять можно. Они же хотят из этой ситуации, правильно, они настрадались. А какой выход вот в данной ситуации по отношению к Во-первых, домам? надо с людьми снова вести разговор. Что делать с этим домом? Если все-таки... Одним тут несколько, сколько, Вот 6, с ними 8? со всеми. 8. Есть дома, которые непригодны, совершенно очевидно, это не в этом месте. А есть дома, которые, на мой взгляд, можно привести в порядок. Я вот сторонник, все-таки мы им помогли бы привести в порядок дома, и люди бы заселились и жили. Хорошее место, хорошее... И планировка интересная, что для небольшого там села. Тут для города вообще очень интересно. Спасибо, едем дальше. Полилингвальная школа-интернат. Пока это проект будущего, но реальный. Планирует его реконструировать на базе закрытой в 2013 году городской школы-интерната. Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Нефтекамску оценивает ситуацию на месте. Школа-интернат была, Да, школа-интернат это как раз спальный. А нужно вот интернат типа? Если мы двигаемся по направлению полилингвистической Да, и именно соединяем себя с другими субъектами, то, конечно, нужно, чтобы наши дети могли там поучиться, пожить, потом здесь, или мы будем привлекать с Краснокамского района. Татарстан, кстати, изъявил желание ребятишек своих сюда тоже. Очень хорошо. Я думаю, Значит, это полилингвальная гимназия, 3 языка, Да. так получается. А кадры найдете здесь педагогические, высокого уровня? Ну, директора, наверное, надо поискать будет. Да, А планы какие у вас? в первую очередь, вот это здание, оно у нас на 300 обучающихся. В настоящее время проектно-искательские работы проведены. Исследование было нормально? Да. Да, Ограниченная способность. ограниченная А что способность. это такое ограниченное? Значит, надо сделать усиление.
Значит, вот эти все простенки, вот эти все места, значит, надо усилить просто. Это нормально. А вот так вот вы строитель, да? Да. Не лучше это снести новый построить? Нет, это дешевле. Дешевле, намного дешевле. Ну, то есть он выстоит нормально на годы? Да. Потом вот часть учебных помещений во второй очереди вот уже здесь и, соответственно, интернат. Это здание под снос, оно аварийное. Ага. А теплый переход как вот будет? Между вот этим крылом и, соответственно, интернатом на месте вот этой старой столовой будет проходить теплый переход. А в каком состоянии общежития? Не обследовали? Это еще? нормально. Оно лучше. Это вообще хорошо. Да. Но а там как, туалеты как сделаны в коридорах? На блок из 4 блок. комнат. Блоками, да? На 4 комнаты, блок Чтобы, один, это да, душевая нормально и было. туалет. Что у нас по деньгам там? 30 миллионов финансировано согласовано, подписываем соглашение, выходим на работу. То есть на первый объект, значит, первый объем работы это вот укрепление, новые окна, новые крыши, значит, До новые зимы вы сети. успеете закупориться? А чтобы Да, это нужно обязательно. как строительные, сколько вам времени нужно вот полностью? Если, 21 год. да, 21, если, сентябрь 21 успеете? да, конечно. К этому Это надо. Строители говорят, что 21, да, запасом однозначно. это время. Радик, мне на первый взгляд показалось, что проще снести. Я, конечно, не Ну, строитель. строители лучше знают. Я тоже не строитель. Строители утверждают, что можно из этого сделать, укрепить кое-где. А зачем сносить, если еще вполне себе здание стоит? Это другие деньги будут. А мы вон договорились, что в сентябрю 2021 года запустим. Это, по сути, будет первое. Ну, это будет к тому времени мы уже запустим 2 школы, наверное, полилингвальные башкирские. А это будет 3-я полилингвальная татарская школа. Именно татарская. Именно татарская, да. Здесь язык обучения русский, татарский и иностранный. Вот в чем смысл этих полилингвальных школ. Это не башкирский? обучение башкирскому. Это как второй язык. Я здесь, наверное, просто учебный план надо посмотреть. Там же тоже по выбору, может, кто-то захочет. Но это, еще раз говорю, это не обучение башкирскому и татарскому, это обучение на нем. Это немножко разные вещи, более продвинутое изучение. Вот такая потребность есть, глава подтвердила ее. Здесь у нас много живут татар, поэтому, конечно, вот в этой части мы должны такую школу сделать. Спасибо. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Нефтекамску отправился на еще одну встречу с жителями домов номер 5 и 7 по улице Парковой. А куда мы приехали? А вот посмотреть, как комплексное благоустройство идет. Видите, вот. Жалобы, ямы, дороги. А где двор делаешь? У нас активные, значит, работы сейчас на той стороне ведутся, то есть это соседние дворы. И на следующий год мы здесь планируем, здесь двор топит полностью. С людьми еще обсуждаем. Заявка уже есть, уже обсуждаем план. А, уже с людьми. Да, уже начали на У нас следующий по год. башкирским дворикам 50 заявок еще есть. Которые... А в этом году сколько делаешь? 24. Ну, как вообще делаешь? Начали, нет? Да, Вышли на- 19 дворов отремонтировали уже, башкирский дворик. Сейчас ведем работу по монтажу Давай по детских пути площадок. заедем какой-нибудь. Да, можно там, в соседний двор. который отремонтирован. Напротив, да? У нас, конечно, плачевное состояние дворовых территорий, очень много. То есть и по дорожному эксперту много ошибок допустили. То есть, ну, люди, конечно, фотографируют, хотят, чтобы мы отремонтировали, но есть места, где ремонтировать, ну, физически. Ну, тогда людям надо приходить и объяснять. Засыпаем. Что это будете делать там в таком-то году, полностью там делать дорогу. А вот эти ямы, с ними-то что? Здесь очень много жалоб. А здесь всю дорогу надо делать. Да, Она на следующий Но год? на вас следующий будет? год. Радик Фрич, вы главу города немного смутили своим визитом в никуда. Вернее, мы не знаем, куда мы идем. Мы так изменили план поездки и идем, куда идем. Я хочу дворы посмотреть какие-нибудь. Не все же по программе главы. У меня же тоже своя программа есть. Понятно. Здесь у нас программа «Башкирский дворик», то есть, значит, левее ремонт подъездов сейчас происходит. Это вот уже в этом году, да? А это вот уже сделано, да, то есть здесь жильцы очень хорошо, активно подключились, то есть разметку нанесли, сами помогли тоже. Схему разрисовали, ну такая очень, ну социальная ответственность высокая, то есть ругают друг друга, если неправильно машины стоят. И детская площадка сейчас монтирует, производится работа. Детская площадка, вот я вижу, почему не сделали мягкую. А, Ради Фаридович, погода не позволяла, у нас ну то погодные есть вы не приняли это еще? Мы не приняли, сейчас монтаж оборудования только ведется.
Основные виды работ, значит, парковка. Парковка, видеонаблюдение, освещение, детская площадка, занятия для взрослых, то есть занятия спортом. Соприкосновение всех интересов на этой площадке есть. То есть для малышей, вон там песочница, там качалка, здесь качели, здесь лазилка такая будет. Значит, если качели оставьте, надо сделать пятачок там. Да, ну, вот самое главное, под белье забетонировали, а под это не сделали. Качели-то новые относительно. Делайте, да, в прошлом году. Делаете? Сделаем. Райфович, башкирские дворики – это ваше детище? Как реализуется эта программа существовала раньше, мы просто дали ей второе дыхание. Ну, вот двор как должен быть? Вот что здесь больше всего пока нравится, это парковки. Видно, асфальт сделали, парковки. Здесь еще надо работать и работать. Это нельзя принимать. Это не комплексное благоустройство. Фрагментарно детская площадка, убитая спортивная, значит, надо сюда. Поэтому лучше поджать деньги в других местах, а сюда вот завершить и прийти людям искать. Потому что здесь вы, кроме негатива, ничего не получите. Потому что люди скажут, ну, это хорошо, зато там плохо. Все должно быть хорошо. И крупномеры вы всеми сажаете. Улица Социалистическая, дом 61. Ради Хабиров заехал сюда проверить, как реализовывается республиканская программа комплексного ремонта подъездов. Ну, у нас немножко оказия такая вот получилась, что с ремонтом. Почему-то молодых людей наняли. Где-то лет 13-14. И все вот эти почти 2 месяца эти мальчишечки разнесли все 3 подъезда. Мы просто устали уже. Никакого взрослого человека с ними не было. Да. Они просто лепили. Ну, давайте вот посмотрим. Правильно, пожалуйста, проходите. Так вот у нас дом хороший, дворники хорошие. Вот это мы 2 месяца домой таскаем. Как будет все это в порядок приводиться? Я не знаю, сделать получше, потому что для себя бы сделала. Это я понимаю, они хотели вот такой тип. Это ужасно. Но я так понимаю, окна поставили. Это были. Мы бы хотели, смотрите, как провода висят у нас. Очень красиво. Вот там, смотрите. Нет, это может быть не доделали, я думаю... Нет, это все они вот делали. Они, значит, все делают, и все это висит, все мотается. Вы подрядчик. Вы подрядчик, да? А регистратор? Здравствуйте, Илья. Вы регистратор... Я технадзор, представитель регистратора. Технадзор. Да, в этой зоне. Да. Нефтекамск, Агидель и Наул. Ну вот как вы оцените? Все сняли, за свой счет все передали. Ну а зачем допустили-то это? Значит, я вот понимаю, вы бы лучше не делали тогда. У людей осадок остался один. Вот вы подрядчик, да? Вы как попали-то вообще? Генподряд. А у кого генподряд? Уралнефть спецмонтаж. Ну вот посмотрите, вы стену видите сами? Да, переделаем. Ну вот, слушайте, ну это безобразие, это скотство называется, понимаете, это скотство. Мы выделили деньги, мы никого не обманем. В полном объеме. Сколько вот подъезд стоит, вот, по вашим деньгам? Сколько подъезд стоит? 320 тысяч. Понимаете, 320 тысяч. Вы хотели втихаря вот это впихнуть, и это, наверное, в лучшем случае там заплатить этим пацанам по 5 тысяч, значит, и так далее. Так что ли хотели заработать? Нет, конечно. Что сейчас с этим будете делать? Нет, мы переделаем полностью. А у вас люди-то есть? Да, есть. Другую бригаду поставить, все по новой сделаем. Ну, вы видите, что изначально у вас неправильно. Вы же, наверное, утопить должны это все. Нормально, по-человечески. Это что вот такой кабель оставили. Тут мы договорились, что ничего этого быть не должно. Вот эти вы должны заказать. Все меняем, да. Проводим дальше, я думаю, что посмотрите радиатор. Радиатор может действительно подрезать и туда как раз утопить радиатор или вот вырезать. Но вы можете по-человечески сделать это как-то? Спасибо вам большое. Да, я лично приношу вам извинения. Вот за таких работников. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всего хорошего. Спасибо. Не совсем понятно, как технадзор от фонда Я капитального разгромлю их в понедельник.
Вы опять поменяли график, опять мы приехали не знаю куда. В общем, мы сбились с толку. Куда мы приехали? Да мы приехали смотреть ужасы. И люди вас ждут. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. О, по телевизору только видим вас. Вот живем посмотреть. Как живете? Такое и есть. Дома, я так понимаю, вот этот вот по капремонту уже Да, недавно. В том году. Ну, мы вот с этого дома. А у вас? У нас ничего не хотят делать, у нас разруха. Но дороги, сами видите, какие. Ходить невозможно вот по этой... Это 30 лет я тут живу, вот все время вот эти лужи никогда не уходят. Они Да, да. Детские площадки тоже ничего нет. Абсолютно ничего. Здесь надо комплексное благоустройство, то, что называется. Заасфальтировать подъездную дорогу под машины, парковки вырезать. Дальше площадку детскую другую сделать, вернее спортивную сюда подвинуть. Здесь подкосить и сделать одну большую площадку. Все собрать в одну мягкую, сделать покрытие. Ну и стричь, смотреть. До 2024 года в каждый двор мы должны войти. Вот в этом году сколько ты дворов сделал. В следующий год вот глава обещает включить ваш двор. Значит, вы уже в сентябре должны вместе, ваш руководитель прийти должен сюда, поставить схему, и люди должны рисовать. Здесь мы так хотим, так. Вот, чтобы вы сами сказали, что вам нужно. Только не, то есть и молодежь, а то это я вижу, тут молодежи нет, потому что вы скажете, ничего не надо, а молодежи что-то свое. Не надо, а внуки, дети есть. А внуки, дети, вот сюда пацаны, чтобы бегали. Да, конечно. Дети лазят, все эти лазят. Ну, я вот и приехал посмотреть, ну, не скажу, что я такой обрадованный. Вот сейчас посмотрели подъезды, ужасно ремонтируют. Мы все поправим. Это займет какое-то время. Но ваш двор мы точно, по крайней мере, вот о себе же надо говорить. Вот ваш двор мы к следующему осени поправим. Это даже не сомневайтесь. И там запишите. Так. Знаете, наш дом вообще проблемный. Подвалы нас постоянно топят. Сейчас зайдете в подъезды, да, плесенью пахнет. Там черви. А есть открыть можно? Не знаю, сейчас открыто. Нет, можно проверить. Ну, там, Вы кое-как добились, чтобы закрыли, они все время были открыты. Сейчас можно открыть. Сегодня они проветривают сейчас. Беги, открывай. Невозможно было ходить. Я небольшой специалист, но здесь, по крайней мере, что-то делается, вижу. Достаточно сухо. Да. Дальше у нас сухо. Здесь трубы все висят. Должны сделать было. Как ниточки они все там дальше. Уважаемые жители, здесь сухо. Сейчас сухо, да? Сухо и чисто, все хорошо, не тревожьтесь. Это сейчас пока вот. Вы знаете, если течет из Да. сыра, Да. все в порядке. Это месяц Радович, даже я знаю вас уже 3 года, честно говоря, удивляюсь. Иду сейчас вот по двору и думаю, что Я происходит. хотел понять, ну, как бы настоящую ситуацию. Нефтекамск замечательный город, очень экономически сильный. Но вот похоже, вот в предыдущие годы внимание именно комфортной среде не уделялось. Вот мы сейчас должны понять, в каком состоянии. Состояние не очень важное. Это первое. И второе, я хотел все-таки смотреть текущий, как вот те мои указания, которые я там громовержу, значит, с 6-го этажа Белого дома, как они сюда доходят. Ну вот по пару объектов я понял, что плохо доходят. Ну, надо исправлять. Это естественно, нормальный процесс управленческий.